Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Режим ЧС и контроль Раиса. Одна дождевальная машина, она ведет полив. И, соответственно, параллельно вот все эти. То есть их все можно по отдельности запускать. Как в районах республики борются с засухой, узнал Дмитрий Аренин. В Вознакаевском районе в реке Ик утонули 18-летние брат с сестрой. Поиски усложнялись тем, что рельеф местности сложный и русло реки сложное. О страшной трагедии репортаж Нафисы Минязовой. Сегодня в Спасском районе простились с 4 участниками СВО. Ни за кем не скрывался. Старший мужчина. Какими их запомнят друзья и родные, расскажет Рамиль Галиулян. Сегодня для аграриев страны, пожалуй, главный жаркий день этого лета. В Татарстане открылся Всероссийский день поля. Крупнейшая выставка достижений АПК развернулась на 40 гектарах в Лаишевском районе у Казань-Экспо. Здесь участвуют представители почти 250 компаний. Это руководители холдингов, представители агробизнеса, фермеры, профильные министры. За 3 дня запланированы 25 деловых мероприятий. Приветственную телеграмму участникам направил президент России Владимир Путин. Он отметил, насыщенная программа предоставляет отличную возможность в деловом конструктивном ключе обсудить профессиональные проблемы, обменяться опытом, демонстрировать инновационные технологии. Итак, на полях у Казань-Экспо сегодня развернулись выставочные площадки. Здесь стартовали конкурсы среди пахарей и животноводов. Параллельно идут бизнес-встречи и круглые столы. Как все началось, расскажет Павел Драгунов. Десятки тысяч аграриев со всей страны объединил сегодня День поля. На Казань-Экспо открылся крупнейший сельскохозяйственный форум. Свою продукцию и технику представили почти 300 компаний. Начали с приятного. Прямо здесь, в поле, премьер Татарстана вручил районным филиалам Россельхозцентра ключи от 30 новых лад. Вы являетесь профессионалами высокого класса, ведете каждодневную работу на полях и в лабораториях, помогаете нашим аграриям сохранить и приумножить качественный урожай. Наши коллеги в районах смогут легче добираться до хозяйств, быстрее приезжать по заявкам. То есть я уверен, что транспортная доступность она всегда влияет положительно на оказание услуг. Традиционно во время одного из главных сельскохозяйственных праздников России проходит соревнование по пахоте. Это чемпионат страны. В этом году в нем примут участие 65 лучших механизаторов из 37 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Татарстан представляет 8 участников. Они из Сабинского, Атнинского, Мамадышского и Нижнекамского районов. Впервые за главный приз поборются представители Республики Иран. Я 20 лет работаю механизатором. Мой отец и дед тоже были в этой профессии. Продолжаю их дело. Земля в Татарстане очень хорошая, легко пахать, особенно в такую близкую к Ирану погоду. На трактор-шоу механизаторы продемонстрировали виртуозность вождения сельхозтехникой. В этом году здесь участвуют 5 девушек. Эльмира Ибатова из Сабов. Говорит, с детства любила технику. Больше общения, чем кто-то с кем-то соревнуется. Конкуренции как будто бы не так уж не чувствуется. Лучших коров-первотелок показали на конкурсе племенных КРС. В этом году он впервые приобрел всероссийский масштаб. 80 буренок галштинской породы из 52 хозяйств Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и Татарстана поборются за звание лучшей и красивой. Я первый раз, надеюсь, пройдет нормально. И в следующем году, дай бог, еще раз получится приехать уже, уже за победой. Всероссийский день поля продлится до конца недели. Гостей праздника ожидает обширная развлекательная программа, ярмарка фермерской продукции, а также круглые столы. Завтра здесь пленарное заседание. Павел Драгунов, Ленар Хузяхметов, Лаишевский район. Сегодня в Татарстан прибыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с Рустамом Миннихановым он посетил 2 района республики – Мамадыш и Чистополь. Здесь ознакомились с работой местных агрохолдингов и развитием социальной сферы в рамках комплексного развития сельских территорий. Также им показали, как в Татарстане развивается система орошения. Сейчас это особенно актуально. В республике указом Раиса накануне из-за засухи введен режим ЧС. Как мы видим, Чистопольский район тоже страдает от засухи. В некоторых местах земля потрескалась, и кукуруза высохла. Чтобы спасти посевы, в районе работает система орошения. В прошлом году закупили 30 таких комплексов.
Инвестиции вложила холдинговая компания «Чистополе». Сегодня ее поля посетили Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев. В состав компании входит 12 сельхозпредприятий. В них трудится свыше 2000 человек. Средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей. Компания выпускает самую различную сельхозпродукцию. А у вас гречка тоже? Гречка это отдельно, да. У нас завод гречка горох производим. Примерно 1200 тонн. Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев также осмотрели парк современной сельхозтехники. Как отмечают аграрии, такие инновации помогают сокращать издержки. Уже виден эффект от внедрения оросительных систем. На сегодняшний день мы уже видим 50% разницу между участком под поливом и без полива. И этот процент каждый день растет. На данном планшете, значит, изображена схема работы вот этих дождевальных, значит, машин. В ближайшие годы в районе планируют расширить площадь поливаемых земель с 2,5 до 10 тысяч гектаров. Всего пашни в районе более 100 тысяч гектаров. В этом году, конечно, кормовые культуры дали значительно меньший объем по урожайности, да, но тем не менее вот те кормовые площади, которые имеются в районе, их вполне достаточно на этот год, чтобы закрыть наши внутренние потребности в целом по району. И плюс еще здесь нужно учитывать те прошлогодние запасы. В Мамадышском районе Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев посетили сыродельный завод. Здесь благодаря льготному кредитованию модернизировали производство. В результате планируют нарастить производство продукции и довести до 15 тысяч тонн. Здесь зерно, переработка. Также Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев осмотрели новую школу-детсад в Мамадыше. Ее построили в этом году по госпрограмме. Здесь просторная столовая, большой актовый зал и новое оборудование в классах. Базовая школа у них. Гостям рассказали, для детей созданы все условия для комфорта и качественного образования. Новый комплекс будут посещать 240 учеников и 120 дошкольников. Дмитрий Айрин, Антонин Филатов, ТНВ, Чистопольский, Мамадышские районы. Татарстан показывает один из самых высоких результатов в агропромышленном комплексе страны. Такую оценку региону дал сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. На встрече с Рустамом Миннихановым они обсудили перспективы развития АПК. Главное сейчас засуха, с которой столкнулись местные аграрии. Рустам Минниханов рассказал, из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности. Они говорили о мерах поддержки пострадавших хозяйств. Дмитрий Патрушев отметил, сельское хозяйство Татарстана развивается активно. Республика один из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. В 2023-м республике предусмотрено 4,8 миллиарда рублей, выделено 60%. По итогам прошлого года регион остается лидером в стране по производству молока. Сельское хозяйство у вас стабильно развивается, укрепляет результаты. По итогам 2022 года мы видим, что индекс сельхозпроизводства у вас в регионе составил 126%. Это, наверное, один из самых высоких показателей в стране. Ну и несмотря на определенные погодные сложности, которые мы с вами вчера обсуждали, очень надеемся, что в текущем году у нас положительная динамика, она сохранится. Федеральный министр отметил, Татарстан традиционно активно участвует в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и поблагодарил руководство республики за сохранение сельского уклада жизни. Рустам Минниханов подчеркнул, для Татарстана большая честь принимать День поля. Рустам Николаевич, спасибо вам. Спасибо, благодарность за большое доверие. Провести День поля, провести чемпионат мира по пахоте, это России. Но там, почему я говорю мира, потому что будут участвовать наши иностранные партнеры. Для нас большая честь. Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем правления египетской компании Modern Group доктором Валидом Деабесом. Обсуждали детали открытия филиала КФУ в Каире. Соглашение об этом подписали еще в прошлом году. Рустам Минниханов отметил, Египет давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей. В вузах республики обучаются 1356 студентов из Египта, в том числе 229 человек в КФУ. Компания Modern Group выступает партнером по проекту открытия филиала КФУ в Каире. Райс Татарстана подчеркнул, открытие филиала станет важным шагом в укреплении сотрудничества. Филиал будет удобен для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки.
Сегодня в Казань прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Кремле прошла встреча с Рустамом Миннихановым. Раис Татарстана поблагодарил главу МИД за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана. В рамках единой внешнеполитической линии нашей страны Татарстан вносит свой вклад в укрепление отношений с партнерами, дружественными странами, отметил Рустам Минниханов. За рубежом действует представительство Татарстана. Республика активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном. Отдельно Рустам Минниханов остановился на работе группы стратегического видения России «Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента Владимира Путина. Сергей Лавров высоко оценил проведение Казан-форума. «Вы среди лидеров по ведению внешних связей», подчеркнул министр. Обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России должна состояться в Казани в будущем году. Сейчас вот пандемия прошла, активно начали наши визиты. Ну и, конечно, большое спасибо за ту поддержку, которую оказывает структура Министерства иностранных дел. Ну, очень хорошо форум провели. Да. То, что он стал сейчас со статусом федерального. Вы среди лидеров наших регионов по внешним связям. Главное, что не только количество, но и качество. Есть. Одно из лучших результатов отдача и для республики, и для страны в целом. А то, что вы инициировали Казань-форум, это экономический форум. Он же сначала это был просто ваша инициатива, сейчас общероссийский, да, потом молодежный форум, Организация исламского сотрудничества. Тоже такое. И спасибо, что поддерживаете наши начинания, международный форум молодых дипломатов. Из Кремля Рустам Минниханов и Сергей Лавров спустились на площадь Тысячелетия. Здесь сегодня стартовало международное ралли «Шелковый путь». 98 экипажей, среди них и наша легендарная команда «КамАЗ-Мастер», будут бороться за главный приз. С места события Алия Хайрудинова. Казань вновь доказывает титул самой спортивной столицы России. Сегодня здесь, на площади Тысячелетия, стартовал ралли-рейд «Шелковый путь-2023». 98 экипажей, 23 страны и самая крутая дорога на Урал. Ох уж этот рев мотора. Участников ждут 9 этапов, более 5000 километров, 9 дней, 13 регионов России. Татарстан, Башкортостан, Самара, Саратов, Волгоград, Москва и другие. Сегодня участников приветствовал Раис Республики Рустам Минниханов. Пожелать удачи на сложном пути приехал лично министр иностранных дел Сергей Лавров. Дорогие друзья, огромное спасибо за возможность присутствовать на этом фантастическом мероприятии, на этой встрече, которая знаменует проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые в этой гонке будут участвовать, по маршруту, который является древнейшей дорогой, связавшей всю нашу огромную Евразию, связавшей территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки, религии. Для нас большая честь сегодня 23 страны, 98 экипажей начинают старт ралли «Шелковый путь». Я хотел бы поблагодарить участников этого ралли за то, что они принимают участие. Гостей нашего праздника, то, что вот мы даем старт сегодня нашим экипажам, ну и нашим казанцам, то, что вы так тепло принимаете наших гостей. Машины участников еще до начала церемонии осмотрел руководитель КамАЗа Сергей Когогин. Автогигант в этом году представлен 5 экипажами. Дмитрий Сотников поедет на грузовике поколения К5. Он создан специально к этому шелковому пути. Переделана конструкция. Теперь она позволяет быстрее разгоняться, тормозить, входить в повороты. И практически все отечественное. Наш проект, наша гонка несет вот такая, является ниточкой дружбы, соединения и регионов страны, и представителей разных национальностей. Впереди у нас немало интереснейшая дорога. Мы сделали все, организаторы ралли, чтобы эти 10 дней запомнились вам на всю жизнь. В этом году борьба будет непростая.
И мы очень рады, что появляются еще дополнительно новые участники, новые команды в грузовом зачете. К ралли-рейду тщательно готовились и мотоциклисты. Среди них и наш земляк Наиль Хуббатуллин. Несетесь на огромной скорости, у вас перед вами бумажная карта, которую вы кнопкой крутите, и на огромной скорости вы должны видеть, куда вам поворачивать и как ехать. Это очень сложно, честно. Главная поддержка от болельщиков. Сегодня на площади тысячелетия Яблоку не было места приземлиться. И у каждого свой кумир и свои пожелания. Пожелать спортсменам удачи, не ломаться и финишировать благополучно. Здоровья им. Я здесь, потому что я хочу, чтобы мы объединялись, чтобы все страны объединялись, особенно в такие времена. И я болею, конечно же, за Татарстан. Международный ралли-рейд станет поистине международным и для нашей команды. В составе русско-китайский экипаж, пилот Хоу Хонин. Итак, финал 15 июля под стенами Московского Кремля. Алия Хайрудинова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Осушение озера, потоп в Мирном и секретная стройка у аквапарка. На какие проблемы обращали внимание властей и жители Татарстана в июне через портал «Народный контроль», читайте в интернет-газете «Реальное время». Страшная трагедия произошла в Азнакаевском районе. Здесь на реке Ик утонули близнецы, 18-летний брат и сестра. Уже второй день продолжается поисковая операция. Тело юноши извлекли из воды, девушку ищут. МЧС подключила к поискам водолаза. Уже известно, ребята пасли стадо коров у берега реки и решили искупаться. В эти дни в республике установилась очень жаркая погода. Возможно, они не рассчитали свои силы. В этом месте сильное течение и усугубило ситуацию то, что здесь много водоворотов. Родные и близкие утонувших близнецов не покидают место трагедии ни на минуту. Надежды, что девушку найдут живой, практически нет. Уже известно, брат с сестрой пасли коров у села Куктяка недалеко от реки Ик. Из-за сильной жары решили искупаться. Как говорят родные, плавали хорошо, ныряли и в один момент оба исчезли в глубине. Об этом рассказала двоюродная сестра, которая была вместе с ними, а на другом берегу все видел рыбак. Он и вызвал экстренные службы. Поиски усложнялись тем, что рельеф местности сложный и русло реки сложное и сильное течение. Есть вероятность, что тело унесло течением. Спасатели вместе с собравшимися нашли тело юноши. Его сестру ищут до сих пор. Место для купания не оборудовано. Течение настолько сильное, что порой водолазу с трудом приходится погружаться в воду. Со слов жителей, там очень много водоворотов. Как сообщили в сельском поселении, брат с сестрой были в семье приемными детьми. Благополучная семья, полная, животноводством, сельским хозяйством, личное подсобное хозяйство, корову держали, скотину. Раньше в колхозе работали. На глазах у нас они их вырастили, как своих детей любили. Они в Лениногорске учились, окончили в прошлом году школу Тумутукскую. Такие активные, общительные, открытые дети. В Азнакаевском районе за сутки утонули 3 человека. В Верхнем Услоне уже 2 дня ведутся поиски 75-летнего рыбака, который пропал после столкновения мотосудна и резиновой лодки. С началом жары трагедий на воде становится только больше. За последнюю неделю в Татарстане утонули 8 человек. Несмотря на то, что температура воздуха прогрелась до 30 градусов, температура воды в водоемах остается еще достаточно прохладной, около 19 градусов. При продолжительном купании в таком водоеме возможно возникновение судорогов, а также обострение хронических заболеваний. С начала года в Татарстане утонули уже 27 человек, в их числе 2 детей. Разгар купального сезона только наступает, но статистика уже пугающая. Из воды на берег не вышли 14 татарстанцев. Нафиса Минязова, Ирак Хабибулин, ТНВ, Азнакаевский район. Сегодня тяжелый день для Спасского района. Здесь простились сразу с 4 военнослужащими, погибшими в ходе СВО. Это Евгений Николаев, Олег Бельбасов, Иван Туров и Александр Усов. Вместе отправились на специальную военную операцию осенью прошлого года. В июне вместе вернулись в отпуск и погибли в один день. Все награждены орденом мужества посмертно. Руководство района, сослуживцы, родственники сегодня неоднократно отмечали, это были настоящие мужчины, которые не прячутся за спинами других. В центре Болгар сотни людей. Все пришли проводить в последний путь Евгения Николаева и Олега Бельбасова. Они погибли в зоне специальной военной операции.
Евгений Николаев родом из Баку. Детство провел в Ульяновске. Отсюда, из Спасского района, его супруга. У Евгения остались 2 детей. Для семьи и друзей он был настоящей опорой, говорят родные. Буквально перед тем, как он погиб, он звонил. Как дела? Все хорошо, все нормально. 27-го звонил. Да, 27-го звонил, 28-го погиб. Конечно, защитник. Ни за кем не скрывался. Старший мужчина. Храбрый воин для сослуживцев, верный друг и товарищ для самых близких. Таким запомнят рядового Олега Бельбасова. Ему был 41 год. Оба сегодня награждены орденами мужества посмертно. Они сделали свой осознанный выбор и до последней минуты были верны своему воинскому долгу, как солдат и как гражданин. Их имена навеки останутся в нашей памяти. Ордена мужества сегодня вручили и родным Ивана Турова и Александра Усова. Прощальный митинг прошел в поселке Ким. Мы будем их помнить. Иван Туров родился в Набережных Челнах. Затем учеба в Чистопольском сельхозтехникуме. Работал дальнобойщиком. Для всех он стал примером отваги и доблести. Когда он приходил в отпуск, я его спросила: сынок, как тебе легче идти? Сейчас или когда тебя только мобилизовали? Он говорит: мама, я знаю, куда я иду. Я пойду защищать таких же стариков, как и вы. Мы им гордимся. Я считаю, что смог, он сделал для Родины. С детства отличался боевым духом и Александр Усов. После службы в армии работал в полиции. В его послужном списке участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Если он что сказал, он свое слово сдержит, он обязательно поможет сделать. Он такой был, он не скрывался. Ему принесли повестку, вызвали в военкомат, и он сразу поехал. Они погибли в один день, прощались с героями со всеми воинскими почестями. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Спасский район. Он пошел по стопам отца, стал военным и ушел из жизни настоящим героем. Мы продолжаем нашу новую рубрику «Наши герои» и рассказываем о татарстанцах, которые отдали жизни ради защиты Донбасса и нашей страны на специальной военной операции. Это история тех, кто не сдался и не падал духом. Этот репортаж о герое России Дамире Гелимханове. Он всегда улыбался. Таким и остался в памяти соседский мальчишка Дамир Гелимханов. Уже больше года 22-летний герой России улыбается казанцам с огромного мурала на фасаде дома на Завойского, рядом с которым жил и куда очень хотел вернуться. Его не стало 7 марта 2022 года. 15 апреля звезду героя передали его родителям. За этой наградой мужество и подвиг нашего земляка. Написал, я говорю, наверное, останусь контракту служить контрактником. Там, говорит, у нас перспективы. Звание, говорит, получаю. Можно, говорит, переводиться в Казань. Должность имеется, говорит, и хорошая, говорит, зарплата. Я говорю, себя покажу хорошей стороны. Вы за меня еще будете гордиться, он говорил бы. В ходе специальной военной операции экипаж танка под командованием Дамира Исламова штурмовал укрепрайон противника в ЛНР. В ходе боя танкисты уничтожили огневую точку противника и 4 танка ВСУ. Машину наших подожгли, но ребята смогли вернуться к выполнению боевой задачи. Они знали, никто, кроме них. Защитили и боевых товарищей на огневом рубеже, и жителей Донбасса. Экипаж погиб в неравном бою. Спрашивал, куда пойдешь? Я сам выберу, сам. Чуть-чуть был шепотное, но что сделаешь? Везде свои плюсы есть, свои минусы. Он последний год, он уже на машину уже отучился сам сдал, сам права вот это, все сам. Дамир Гелимханов родился в Казани, окончил 42-ю школу, затем колледж, армия и контрактная служба. И большая мечта – стать танкистом. Папа учил Дамира не давать себя в обиду, мама – никого не оставлять в беде. Так и случилось. Он шел не на подвиг. Как в книге Васильева «А зори здесь тихие», за ним была Россия. После того, как он в армию ушел, я вот заметила то, что он как-то стал мужественным, как бы возмужал, начал понимать жизнь, как нужно себя вести. Сегодня имя Дамира Гелимханова носит его родная школа. Здесь учатся 1300 ребят, они знают о его подвиге, и для них он настоящий пример мужества. Уйдут дети, которые учатся, придут другие.
Я уйду, учителя сменятся, будет поколение за поколением будет сменяться. Но школа всегда будет носить имя Дамира, героя России. Того пацана, обычного пацана из всех, который, не задумываясь, отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. Его героический подвиг вызывает лишь восхищение. Отдать жизнь во имя Родины – это невероятный поступок, на который может решиться не каждый. Поскорее бы фото пришли. Посмотрю на фото и пойму, кто меня ждет, и станет легче. Пущу настоящую скупую слезу. Люблю вас. Сильно, 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 сильно. Родные гордятся им, бережно хранят фотографии. Для них он всегда был героем. Теперь стал и нашим. Алия Хайрудинова, Зуфар Давлетшин, ТНВ, Казань. Следующее заседание Госсовета пройдет 13 июля. Такое решение приняли сегодня на президиуме. Его правил Фарид Мухаммедшин. В день сессии депутаты планируют рассмотреть 23 вопроса. К первому чтению подготовили законопроекты, которыми вносят изменения в республиканские законы. О налоге на имущество организаций, об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенку, а также о развитии малого и среднего бизнеса и другие. На правительственном часе депутаты заслушают информацию главы Минтранса Фарита Ханифова о транспортном обеспечении населения. Также подведут итоги работы парламента в первом полугодии. Вообще инструмент выездных заседаний мы стали использовать чаще, чувствуете, среди людей, среди своих избирателей, среди народа. И эта форма работы приветствуется. Не значит, что 100% надо на выезде проводить. Но актуальные такие общие вопросы касаемо людей, в социальном плане, в экономическом плане, в других вопросах. В Татарстане ежегодно на техническую модернизацию сельхозпроизводства выделяется без малого 2 миллиарда рублей. Поддержка происходит в рамках республиканской программы, действующей с 2012 года. Об этом заявил премьер Алексей Песошин на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Сельская политика». Оно прошло на площадке Казань-Экспо в рамках Дня поля. По действующей программе куплено 28 тысяч единиц техники почти на 60 миллиардов рублей. Для дальнейшего обновления парка сельхозпроизводителям необходимо приобретать ежегодно не менее 250 тракторов и 135 комбайнов, отметил премьер. По его словам, существенно позволяет снизить издержки производства переход на газомоторное топливо. Кроме этого, в республике продолжается работа по импортозамещению. В республике более 11% тракторов и около 30% сельскохозяйственных машин являются импортными. На текущий момент порядка 2000 наименований запасных частей выпускается отечественными производителями, в том числе республиканскими. Цены на детали в среднем в 2 раза ниже, чем на импортные. Минсельхозом страны поставлена задача по увеличению доли отечественной селекции. С этой целью в Татарстане работают полсотни семеноводческих хозяйств и 4 завода. В эту работу вовлечены и научные центры. За 5 лет учеными выведено 27 сортов. Ведется первичное семеноводство по 10 культурам, отметили на заседании. У Татарстана минимальный показатель в ПФО по сокращению посевных площадей. По отдельным регионам Поволжья у нас в разы сократилась посевная площадь. И в 2,7, и в 2,6. Вот Татарстан здесь показывает пример с точки зрения того, что более 80% пашни используется к уровню 90-го года. Они пример показывают и тем, что у них за последние 20 лет, несмотря на частую засуху, в общем-то ни одного пожара не было. На Всероссийском дне поля московская компания «Кормовид» предлагает вниманию гостей мероприятия продукцию для роста и развития сельскохозяйственных животных и птицы. Особым предложением компании является «Силос Плюс» – отечественный препарат для консервации кормов. Наша компания является крупнейшим импортером кормов витаминов в России. Это шатер московской компании «Кормовид». Они более 15 лет поставляют кормовые добавки в широком ассортименте. Мы будем представлять весь спектр кормовых компонентов, в том числе есть препараты, которые будут оказывать существенное качественное значение для заготовки кормов.
Это так же, как и силос, сенаж, как плющенное зерно. Сейчас из-за санкций особое внимание уделяет импортозамещению. Кормовид разработал отечественный вариант препарата для консервации кормов «Силос Плюс». Производство идет на современном российском предприятии. Препарат успешно прошел производственные испытания. Сейчас его регистрируют в Роспотребнадзоре. Особенно хорошо проявил себя в условиях плохой погоды, влажных кормов. Цена намного интереснее импортных, потому что она, во-первых, рублевая. Во-вторых, его не надо ни растамаживать, никуда не везти. Кормовид также предлагает аминокислоты, витамины, минералы и консерванты. Заказать их можно по номеру телефона, указанному на экране. Доставка по всей стране. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. До встречи. В республике установилась аномальная жара, и воздух продолжает накаляться. Изготовление любой корпусной мебели отданил мастер «Летом дешевле». Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакай ожидается малооблачная погода. Осадков ждать не стоит. В ночные часы около 17 градусов тепла, днем ожидается 28 градусов со знаком плюс. В набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге небольшая облачность и отсутствие осадков. Ожидается 15 градусов тепла в ночное время, днем плюс 29. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ясно и без осадков. Слабый ветер, в ночное время ожидается 16 градусов тепла, а днем 29 градусов со знаком плюс. В Арске, Кукмаре, Балтаси осадки не ожидаются. Ночью воздух прогреется до 13 тепла, днем плюс 29. В первой половине дня в Болгаре, Дрожжином, Буинске ожидается небольшая облачность, во второй ясная погода без осадков. В ночное время около 18 градусов тепла, днем плюс 31. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше безоблачно, без осадков. Ожидается около 17 тепла в ночное время, днем 29 градусов со знаком плюс. В субботу прогрев воздуха продолжится. Старайтесь быть в тени и употреблять больше воды. В Казани ясная погода без осадков. Ночью около 17 градусов выше 0, а днем воздух прогреется до 31 градуса. Ветер юго-западный и слабый. Атмосферное давление немного выше нормы. 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Магнитное поле Земли в норме. Ожидаемая погода неблагоприятна для метеозависимых людей. Таковы новости о погоде. Оставайтесь с нами и берегите себя.